О состоянии воинских захоронений, мемориальных комплексов и памятников ветеранам Великой Отечественной войны говорили на очередном заседании Республиканского оргкомитета «Победа». По данным Коми Республиканской общественной организации ветеранов, в целом работа в республике выстроена на должном уровне. Память о ветеранах чтят. В качестве позитивного примера Людмила Жукова привела Сыктывкар и Карткеровский район, где могилы ветеранов Великой Отечественной войны ухоженные, памятники и мемориалы содержат хорошо. Местным властям помогают волонтеры и юноармейцы. Но в отдельных муниципалитетах сложилась крайне некрасивая ситуация. Отмечены случаи захламления мусором ветеранских могил. Некоторые захоронения стали бесхозными. Вне всякой критики Усть-Вымский район. Мы просто не ожидали. Главы поселений не выполняют совершенно свои полномочия. Она даже не знает, где захоронены участники войны и участники ветераны боевых действий. Позорище. Просто позорище. А грязь на кладбище, невывезенные и мусор, и банки, и посуда, и стекло, страшно было смотреть. То есть сегодня Усть-Вымский район вызывает очень негативное впечатление. Главы поселений просто обязаны исправить ситуацию в кратчайшие сроки. Следующий год президентом России объявлен годом памяти и славы. Вместе с тем, по данным опроса общественного мнения, 41% опрошенных молодых людей стали забывать о событиях Великой Отечественной войны. А 26% вообще не имеют представления о предмете гордости или констатируют ее отсутствие. В целом, опрос показал, что молодое поколение гордится подвигом победы на войне, но их гордость не подкреплена знанием исторических фактов и событий, исторического значения Великой Победы. Поэтому основная роль года памяти и славы – это военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и развитие волонтерского движения. К году памяти и славы профильными министерствами подготовлен комплекс мероприятий патриотического толка в городах и районах республики. В Дни воинской славы пройдут уроки мужества, вечера памяти, встречи с ветеранами, тематические выставки и молодежные квесты. А в столице Коми откроется новый памятник «Тыл фронту».